Вы когда последний раз видели Ирину? Я, к сожалению, не успел ее застать живой. С Еленой мы встретились 17 июля в Калининском межрайонном следственном отделе. Сюда же пришла и Наталья, мама погибшей Ирины. Именно по просьбе родственников в понедельник, 14 июля, в патрульной службе мы объявили в розыск 14-летнюю Ирину. Все надеялись на лучшее, но случилась трагедия. 16 июля 2014 года, ориентировочно в 16 часов, от оперативного дежурного отдела полиции по Калининскому району поступила информация о том, что в лесном массиве в районе деревни Змеево Калининского района Тверской области были обнаружены тела двух людей повешенными, то есть с признаками суицидальной смерти. Ирина исчезла в пятницу вечером 11 июля. По предположению родственников, она ушла на встречу со своим другом, 21-летним Анатолием Балакиревым. Были проведены опознания с участием родственников двух тел погибших. Они были осмотрены, направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы в бюро СМЭ города Твери. Утром 17 июля в ряде СМИ появилась информация о том, что девушке запрещали дружить с парнем, и это стало причиной трагедии. В тот день она как себя вела? Было что-то такое, что предвещало беду? Она была всегда жизнерадостным и очень хорошим человеком. Большая активистка. Она была в хорошем расположении духа и ничего не предвещало никакой беды вообще. Она вела себя спокойно и очень адекватно. То, что пишут в соцсетях, больше из этой половины неправда. Ирина всегда была светлым, добрым человеком, и на такой вещи она была очень сильная духом. Она даже в мыслях такое не могла никогда подумать, а тем более сделать. И то, что пишет, это просто грязь. Скажите, она давно знакома была с этим молодым человеком? Они дружили? Да, они были знакомы. Как близко они дружили, мы точно сказать не можем. Где-то примерно с осени они знакомы и общались. Насколько тесно, мы не знаем. И никто никогда не был бы против их любви, если бы мы знали точно и наверняка, что там дружная и крепкая любовь, мы бы поговорили бы и все обсудили бы. Нашли, значит, малолетние дети, гулявшие в этом лесу, находившиеся недалеко от места обнаружения их, и, соответственно, они сообщили в полицию. Проведенным осмотром места происшествия с участием эксперта бюро судебно-медицинской экспертизы установлено, что тела погибших, они уже подверглись гнилостному изменению, то есть находились, соответственно, больше суток в таком состоянии. Точно время их смерти, давность смерти будет установлено по результатам вскрытия. Как вы узнали о трагедии? Нам позвонили из милиции и сообщили. Мы ее искали как раз в соцсетях, прошла информация, что женщина написала, что ищите ее, возможно, в Александровских дачах. Вчера мы искали ее на Александровских дачах, облазили там все. Нам маме на телефон поступил от следователя звонок, чтобы подъехать на опознание. Мы были на место происшествия. Это все ужасно. Это на самом деле была одна веревка? Да, это была одна веревка. Это мягко сказано, что ужасно. Такое врагу не пожелаешь увидеть. Они висели, получается, на одной веревке с двух концов. На двух концах веревки имелись петли и висели, можно сказать, обнявшись. На многие вопросы этой трагической истории еще предстоит ответить следствию. Мы соболезнуем родственникам погибших. Ирина будет похоронена в родном селе Ромешковского района.